Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину и посмотрим, о чем он сожалеет. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте узнаем его сожаление. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, почему-то сожаление идет о том, что вы не в союзе, либо вы не вместе. Здесь мужчина сожалеет о том, что вы сейчас не вместе. Здесь явно отсыпка подойдет именно для тех девушек, женщин, кто не рядом, не вместе с тем мужчиной, на кого загадали. Может быть, он сейчас куда-то уехал, да, находится где-то в дальней командировке, в долгой дальней командировке. Возможно, вы поссорились и проживаете на разных территориях. Возможно, мужчина, в принципе, еще как-то не предложил быть вместе, либо узаконить. А возможно, вы смотрите на бывшего мужа, либо бывшего парня, с которым, к сожалению, не случилось, не сложилось, и вы как бы расстались. Между вами явно сейчас время и пространство. Да, и самое главное сожаление в его голове, в его сердце, это то, что вы не в союзе, вы не вместе, не под одной крышей. Об этом он сожалеет. Смотрите, здесь в руках у него была двойка, двойная двойка, но он то ли не смог сказать, то ли не смог решиться. По его вине. Вы не вместе, чисто по его вине. Это не ваше решение, либо это не ваша воля. Это именно его вина идет. Либо он довел до такого состояния, когда вы просто его послали. Опять же, по его вине это произошло. И он это прекрасно понимает. В его руках было счастье двух людей, его собственное и ваше. А вот ничего не смог с этим сделать. Ничего. Просто так проморгал, профукал, либо, в принципе, отвернулся и сделал вид, что ничего нет. Так, по поводу вас. Мне вас показывают очень прекрасной, очаровательной, но глубоко несчастной женщиной. Нет любви в жизни, либо нет личного счастья в жизни. Любовь-то была, либо есть, но она не приносит счастья. И это как бы грустно, так не должно быть. Себя вы за что-то тоже вините. За что-то вы сделали, либо не сделали в принципе. За это вы себя вините. Девочки, там вины вашей нет, это судьба такая была. Здесь вы идете ровно так, как ведет вас судьба. Судьба у вас такая, девчонки, к сожалению. Вижу, что у вас очень волевой, сильный характер. Вижу, что вы такая боец по жизни. Как-то маловато у вас личного счастья, и оно такое мимолетное, ускользающее, и прям совсем по чуть-чуть, дозированно приходит в вашу жизнь. Вы на этого мужчину смотрите, потому что вы его не отпустили, вы его не забыли, вы надежду в сердце имеете, что у вас еще будет и встреча, и любовь, и счастье на двоих. Эти мысли у вас не на пустом месте, это действительно ваша интуиция вам об этом говорит. И то, что вы ощущаете, 100% будет. Будет, понимаете? Вот у него нет такой интуиции, как у вас. Поэтому он просто сидит, сам себя обвиняет. Обвиняет в том, что вы сейчас не вместе. А девочки, тут для вас еще такой совет идет. Обратить внимание на свое женское здоровье. Возможно, вам следует сходить на прием к специалисту, гинекологу, эндокринологу. Что-то вот есть не то, не так происходит, неправильно функционирует. У кого-то проблемы
ну, с детородными органами, у кого-то проблемы именно с гормоном, гормональный фон какой-то нарушенный мне идет. Отсюда у вас нервность, отсюда у вас проблемы с кожей, с волосами, отсюда у вас какой-то сон урывистый, либо бессонница, апатия, раздражительность и упадок сил. Девочки, нет на вас никакого негатива, никакой порчи я на вас не вижу. Я вижу у вас проблемы именно с женским здоровьем. Поэтому не медлите, идите на прием, сдавайте анализы. Поверьте, это все лечится, вам помогут, 100% помогут. Единственное, что вот из негативного по моей части, это глазит вас, глазят. Причем глазит кто-то из либо родственников, либо из тех людей, кого вы считаете друзьями. Прям близкий человек вас глазит. Завидует вам очень сильно и глазит вас постоянно. Это есть, это я вижу. Так, по поводу мужчины. Ну, у мужчины сейчас в голове каша и какой-то раздрай происходит. Знаете, ему хочется в жизни две вещи. Первое — это вас, ну, быть с вами вместе рядом, в любви, в счастье. И вторая, ему хочется очень много денег, да, жить такой шикарной, мажористой, зажиточной жизнью. Ну, а по факту ни того, ни другого сейчас в руках у него нет. И ему так грустно, ему так обидно, что жизнь идет, часики тикают, года проходят, а он все еще как непристроенный, неустроенный и, по сути, ничего не имеет. Либо в долг живет, либо постоянно как не туда вкладывается, не с теми сотрудничает. В общем, как-то грустненько у него тут по деньгам. А что касается вас, ну так упустил вас. Была возможность, был шанс вам что-то конкретное предложить. Либо вместе куда-то поехать, либо замуж вас позвать, либо предложить вам встречаться, а он просто не смог. Не смог, испугался, как маленький ребенок испугался брать на себя ответственность. Знаете, как типа не потяну, у меня денег нет, я не потяну, я не смогу. Да, такой момент нехороший. Он вроде как взрослый мужчина, а размышляет как ребенок. Где-то 5-7 лет. Такими категориями мыслит. Это обидно, это печалька. Но ничего, время есть, он еще повзрослеет. Так, у кого-то из вас еще отыграется, что у мужчины есть женщина. Женщина, которая оказывает на него просто титаническое влияние. Это может быть как родственница, там мама, бабушка, сестра, дочь взрослая. А у кого-то отыграется, что да, женщина, с которой он когда-то был, либо женщина, которая на него претендует в сегодняшнем дне. Женщина его на себя подсадила. То есть он даже в какой-то зависимости от нее находится. Здесь либо шантаж, либо очень такие психологические приемчики, которые они незаметны, но очень качественно действуют. Это есть. У кого-то прям так отыграется. Тоже, кстати, очень сильно влияет. Так, еще он жалеет о каком-то поступке. Что-то он такое сделал, сказал, сделал, как-то себя повел. Ему стыдно за этот поступок. Очень-очень стыдно. Он хотел бы отмотать время вспять, да, и не совершать этот поступок. Либо стереть всем память, да, чтобы все забыли об этом поступке. Это есть. Так. Ну вот самое главное, к сожалению, это все-таки то, что он не с вами, то, что вы не вместе, то, что вы не пара. Это прям самая головная боль у него. Еще есть какой-то страх того, что вы найдете себе другого. Либо страх того, что вы поймете, что он вас недостоин. Что когда-нибудь он откроет там социальную сеть, либо встретит какого-то общего знакомого, и ему так и скажет, что вы выходите замуж, либо вышли замуж, что вы счастливы с другим мужчиной. Это просто его самый большой и главный страх в жизни. Ему так страшно становится, что прямо озноб берет, и хочется на стенку лезть. Он понимает, что все в его руках, да, его
активные действия, его активные предложения в вашу сторону, все поменяется. Но он не действует. Не действует абсолютно. Как бы себе он объясняет, что у меня нет денег, у меня нет возможностей, либо мне нужны деньги, поэтому я не могу сейчас. Да, какие-то оправдания у него есть. К вам не может, потому что денег нет. С вами не может, потому что денег нет. Боюсь брать ответственность, не потяну, семья это дорого, женщина это дорого. И глупые мысли, абсурдные. Но вот на свои интересы, на желания он деньги не жалеет. Вообще не жалеет. Ведь у кого-то отыграется, что мужчина выпивает. Причем выпивает так крепко, мощно. Ему кажется, что это лекарство, что он забывается, но нет, наоборот, еще больше воспаляются его все эти болевые точки. Особенно те, которые касаются вас. Сейчас даже, знаете, как идет картинка, мужчина в каком-то тупике, либо как повешенный находится, да, висит, болтается. И висит неудобно, и при этом он ничего не делает, чтобы поменять эту ситуацию, картинку. Как будто бы он завис. Ну, грустненько, это грустненько. Не могу сказать, что он плохой. Он обычный, он нормальный, со своими плюсами и минусами, со своими страхами, со своими сомнениями. И опять же, есть в нем что-то очень прекрасное, что притянуло вас к нему, то, за что вы его полюбили. Есть, есть. Какой-то кризис он переживает. Давайте я на оракуле посмотрю, что за кризис. Что такое тяжелое состояние. Даже вот я делаю эту отсыпку, прям вообще ничего не хочется. Знаете, как еле-еле язык шевелится. Что прям у него не очень состояние. И оно очень сильно мне передается. Кризис. В чем его кризис? Из-за чего у него этот кризис? В чем, из-за чего? Ну, из-за того, что он один, из-за того, что он несчастливый, из-за того, что нет семьи, нет любящих людей рядом, из-за того, что вы его как-то не любите, скорее всего, по косе бортанули его так конкретно, капитально. Не пишете вы ему, не звоните, инициативу не проявляете, либо не пишете ему того, что он хотел бы от вас получить. Может быть, он ждет от вас приглашения в дом, в семью. Может быть, он ждет даже какой-то инициативы от вас, а этого не происходит. Блин, что же это такое, а? Кстати, сдается мне, что он сейчас тоже как-то, знаете, либо заболел, прям температура поднялась, либо он просто на бровях. Но нет дороги в ваш дом, нет дороги к вам. Нет, понимаете, как закрыто, запутано, завязано. Прям идет такая уверенность, что это все, да, отношения, чувства как похоронены идут. О, Господи, выйдет ли он из этого кризиса? Или только вы можете его спасти? Выйдет ли он из этого кризиса? Ой, тяжело будет выходить. Ой, тяжело и долго будет выходить. Но по итогу выйдет. У него какие-то хорошие события в жизни начнут происходить, как знаки того, что есть надежда. Двигаемся вперед. Да, у кого-то идет прям обнуление с вами. Обнуление, коса уйдет. Косить не станет. Смотрите, какие-то новости хорошие от вас, либо у вас он будет получать. Не сразу, не быстро, но из кризиса и своего он выйдет. Выйдет, может, даже встреча с вами, сотворить чудо. Мужчина по-другому себя будет и вести, и чувствовать. Опять карта ребенка. Ну, у многих из вас отыграется, что у вас еще с этим мужчиной ребенок будет, а у других отыграется, что по судьбе на второй виток в отношениях пойти. Но опять же, карта сад говорит, что кто-то будет содействовать и помогать в том, чтобы вы были вместе.
Здесь начиная от людей, заканчивая высшими силами. То есть вы друг другу по судьбе, и вот этот кризис, который не только в жизни мужчины, но и между вами, вам по судьбе его пережить, мои хорошие. Переживете. Все будет замечательно. Так, на этом у меня все. Берегите себя. Всем пока-пока.